Патруль радио Ростова. На улицах города. Дежурный экипаж. Иван Карпов. Мария Погребняк. Слушай прямо сейчас. Торжественное открытие кафедры православной культуры и теологии состоялось сегодня в Донском государственном техническом университете. Ее возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Преподавателями стали кандидаты и профессора философских наук, а также священнослужители, имеющие светскую и богословскую ученые степени. О предметах кафедры и ее планах на будущее патрулю радио Ростова рассказала одна из профессоров Тамара Оленич. На кафедре читаются дисциплины духовно-нравственного направления, основы православной культуры, основы нравственности и специальные курсы по русской религиозной философии, по философии Ильина. Уже кафедра заявила о себе международным научным проектом. Мы планируем совместно с кафедрой философии и мировой религии провести международную научно-практическую конференцию, куда мы пригласим представителей самых различных конфессий. В России только 4 подобных кафедры, и только в Ростове теологи базируются в техническом вузе. Инициатором создания кафедры стал ректор ДГТУ Бессарион Месхи. Именно он обратился к руководству Донской митрополии. Интересно, что подобную кафедру уже пытались открыть, правда, в Южном федеральном университете. Историю напомнит Сергей Светоченко. Для справки. Факультет теологии планировали открыть в ЮФУ 2 года назад. Проект поддержала Донская митрополия и лично митрополит Меркурий. Неоднократно устраивались публичные встречи и обсуждения, но дальше идеи дело не пошло. Курировал создание этого факультета заведующий кафедрой философии, теологии и религиоведения бывшего пединститута ЮФУ Евгений Несмеянов. Однако в какой-то момент, как сообщил нам внутренний источник в ВУЗе, Евгений Несмеянов просто исчез из поля зрения университета. Нашелся он довольно быстро. На официальном сайте ДГТУ Евгений Несмеянов указан как заведующий кафедрой философия и мировые религии и член ученого совета вуза, в котором успешно и открыли кафедру теологии. Кафедра работает уже 2 месяца. Лекции и семинары посещают все студенты, независимо от национальности и вероисповедания. На первый взгляд, технические дисциплины и православие кажутся вещами несовместимыми. Однако игумен Макарий считает, что кафедра объединила науку и религию. Разные области человеческого знания и деятельности, они подразумевают и общие моменты. Потому что теология и культура православная дает человеку представление вообще о том, какой должен быть человек. Поэтому абсолютно это не, скажем так, не странно и не нелогично, что теология и культура православная присутствуют в программе технического вуза. Если вы знаете по истории, что все университеты, которые образовывались еще с древности, в Европе, начинались с факультета теологии. Большинство опрошенных нами студентов ДГТУ не видят в существовании кафедры ничего страшного. Мол, технари должны быть людьми разносторонними и духовными. Но нашлись и те, кто назвал неоднозначными вузовские инновации. Кто верит, может, для того и хорошо. Не знаю, для чего, с какой целью это было сделано. Откровенно говоря, тут даже однозначно не скажешь. С одной стороны, оккультуривание молодежи, особенно технической молодежи, это очень неплохо. А с другой стороны, вполне вероятно, что это будет непопулярно. Хотя, конечно, смотря, какая методика будет преподавания этого всего. Да, я думаю, положительно будет сказываться на жизни как университета, так и его учащихся и преподавательского состава. Это никогда лишним не будет, мое мнение. Все равно каждый человек должен знать это все, основы и все это. Это не имеет значения, в каком он открывается в вузе. Возможно, в будущем кафедра начнет выпускать своих собственных специалистов-теологов. В планах преподавателей написание учебных пособий и участие в международных научно-практических конференциях. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220 0220.